Уровень регистрируемой безработицы в Чувашии составляет менее 1%. Ситуация на рынке труда стабильная. Несмотря на это, проблема трудоустройства остается актуальной. Возможностей для поиска работы становится все больше. Это и модернизированные кадровые центры, современные платформы, тренинги. А 23 июня в Чувашии пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом мы и поговорим сегодня с министром труда и социальной защиты Чувашии Аленой Елизаровой. Алена Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Название Всероссийской ярмарки «Работа России. Время возможностей». Скажите, а какие именно возможности она открывает? Мероприятие такого масштаба, надо сказать, в России проводится впервые в этом году. И цель ярмарки трудоустройства, конечно же, соединить соискателя и работодателя, поскольку потребность в кадрах в настоящее время достаточно большая. Такая ярмарка трудоустройства действительно открывает возможности пройти собеседование на площадке ярмарки трудоустройства, найти работу как у себя в регионе, так и за пределами региона. Узнать о возможностях государственной поддержки, в том числе с точки зрения получения дополнительного профессионального образования для того, чтобы выстроить свою карьерную траекторию. Ну и, безусловно, все желающие смогут пройти, соответственно, мастер-классы, тренинги, дискуссионные площадки, которые будут организованы на ярмарке трудоустройства. Первый этап ярмарки уже проходил в апреле. Сколько участников тогда было и сколько из них уже нашли свою работу? Участников первого регионального этапа, напомню, проходил он 13-14 апреля этого года, было более 4000. Соответственно, больше 10% из них, а если быть точнее, то 475 человек по итогам были трудоустроены. Екатерина Махалкина в поиске работы с февраля этого года. На ярмарку она пришла, чтобы пообщаться сразу с несколькими работодателями, узнать все подробности и, наконец, найти свое дело по душе. Меня заинтересовала фирма «Аконт», укладчик, сборщик. Потому что там, во-первых, без опыта берут, зарплата хорошая и гибкий график. Я уже оставила там анкету и хочу сходить на собеседование, посмотреть, что там, чем нужно заниматься, какие обязанности и так далее. Есть из чего выбрать. На ярмарке представлено около 4000 вакансий. Работу предлагают заводы, силовые структуры, органы государственной службы, пищевые предприятия и многие другие. На сегодняшний день у нас где-то 574 вакансии. В основном, конечно, это рабочие профессии, это конструкторские подразделения, это технологи. Будут наши специалисты говорить о каждой профессии для того, чтобы у ребят возникло желание остаться в Чувашии. Пришли на ярмарку и студенты вузов и СУЗов Чувашии. Большинству уже совсем скоро предстоит сделать новый шаг во взрослую жизнь. От учебы перейти к работе. Так как я учусь по направлению техносферной безопасности, меня, естественно, заинтересовала МЧС России. Появилась больше мотивации идти работать конкретно в МЧС, потому что пообщался с представителями ярмарки. Принять участие в этом мероприятии также могут жители Алатыря, Канаша и Шумерли в кадровых центрах «Работа России». Первая ярмарка трудоустройства совпала с днем создания службы занятости населения. Вот уже 32 года она протягивает руку помощи всем нуждающимся. Заявлено было у нас порядка 50 работодателей, а вот на федеральный этап мы уже выходим с численностью более 60 работодателей. Те же, которые не будут представлены офлайн на площадке, они будут у нас присутствовать в формате онлайн. Вот тема интересна и, скажем, данное мероприятие и масштаб присутствия работодателей, он будет огромный. А помимо масштаба присутствия, то, что он увеличился, есть еще какие-то новшества на федеральном этапе? Федеральный этап, он несколько, скажем, шире охватит аудиторию работодателей. Будут представлены не только работодатели нашего региона, но и из других регионов, которые заявлены к участию. А самое главное, наши работодатели смогут ровно так же и будут презентованы на площадке других регионов. Ну и кроме того, отличие федерального этапа в том, что сейчас мы реализуем и еще один онлайн-формат этого масштабного мероприятия, который позволит жителям из отдаленных районов
поучаствовать в ярмарке возможностей и найти себе работу, посмотреть на работодателей, пообщаться с ними в онлайн-формате. Также в онлайн-формате наши коллеги из других регионов будут выходить с нами на связь, и это, безусловно, тоже добавит эффекта. А где будет проходить ярмарка трудоустройства и как принять в ней участие? Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет на площадках нашей республики. Самая ключевая, главная площадка организована в городе Чебоксары, в Ледовом дворце. Чебоксары-арена будет проходить 23 июня с 10 до 19 часов. Безусловно, на площадках наших модернизированных кадровых служб, которые находятся в городах Канаш, Алатырь, Шумерля, также будут развернуты площадки Федеральной ярмарки трудоустройства. И они, безусловно, также будут все вовлекать и работодателей, и жителей ближайших территорий. А как принять в ней участие? Нужна ли регистрация заранее? На самом деле заявку для участия в ярмарке можно подать на портале «Работа в России». Но даже в отсутствии заявки все желающие смогут посетить ярмарку трудоустройства и получить все необходимые услуги, консультации, узнать для себя и открыть новые горизонты. Сколько вакансий будет представлено и сколько будет предприятий? На федеральный этап ярмарки заявлено более 8 тысяч вакансий, будет представлено порядка 60 наших работодателей. Но также напомню, все те, кто не будут представлены как площадка офлайн формата, они будут иметь возможность через карьерных консультантов служб занятости заявить о себе и показать свои вакансии через портал «Работа в России». Какие вакансии в настоящее время наиболее востребованы? Напомню, действительно, из 13,5 тысяч вакансий, которые на сегодняшний день заявлены, подавляющая часть из них – это рабочие профессии, более 72%. Остальная часть – это профессии служащих. И, конечно, большая потребность в кадрах сейчас отмечается в сфере промышленности, строительстве, ЖКХ и медицине. И, надо сказать, предложения по заработной плате достаточно интересные. Если брать даже те профессии, где не требуется опыта работы, есть вакансии, которые стартуют от 40 тысяч. А по отдельным профессиям, особенно по рабочим, заработные платы заявленные достигают 180 тысяч рублей. Более подробно, конечно, можно узнать об этих вакансиях, посетив ярмарку трудоустройства «Время возможностей». Какие советы вы можете дать тем, кто сейчас находится в поиске работы? Процесс поиска работы, как правило, он не настолько быстрый и скор, как, наверное, как правило, хотелось бы. Человеку, ищущему работу, в первую очередь хочется, наверное, пожелать выдержки, терпения и запастись необходимым количеством, скажем так, внутренних ресурсов, энергии, быть готовым, во-первых, презентовать себя, а во-вторых, быть готовым попробовать себя в той или иной профессии. Потому что, как правило, не хватает, когда опыта в той или иной профессии, стоит обязательно себя оценить, насколько она интересна. А не попробовав, это сложно оценить. Ну и, конечно же, хочется сказать, что наши специалисты службы занятости всегда готовы подсказать и помочь составить резюме, подсказать некоторые лайфхаки и тонкости прохождения собеседования, как правильно себя подать работодателю, как уметь презентовать себя. И все эти и другие возможности будут доступны как на ярмарке трудоустройства, так и доступны в наших кадровых центрах, где специалисты готовы всегда помочь. Алена Геннадьевна, спасибо вам большое. Это была программа «По существу» о безработице, поиске работы и Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа Россия. Время возможностей». Мы говорили с министром труда и социальной защиты Чувашии Аленой Елизаровой. До свидания.